Эмиля, иди вон туда, пройди, пожалуйста. Извини, пожалуйста, ниже можно взять, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие. Мы рады вас приветствовать в зале Союза композиторов. Мы начинаем наш творческий вечер. И я очень рада вас всех видеть. Огромная просьба все-таки, друзья мои, надеть маски. Да, это огромная необходимость, потому что могут быть проблемы у зала Союза композиторов, и нам, к сожалению, негде будет уже радоваться музыке и творческим вечерам. Мы начинаем наш концерт, посвященный прежде всего 70-летию татарского композитора, члена Союза композиторов России, члена Союза композиторов Республики Татарстан, заслуженного деятеля Республики Татарстан Российской Федерации, народного артиста Республики Татарстан, а также лауреата премии, государственной премии имени Габдуллы Шамиля Тимирбулатова. После долгого молчания, сегодня это первый концерт, и мы решили его объединить, сделать общим, назвав его «Музыка двух сердец», «Музыка Гульнары и Шамиля Тимирбулатова». Спасибо за поддержку, действительно очень нервничаю, переживаю, это, видимо, очень слышно. Вы знаете, в большей степени Шамиль Тимирбулатов был симфоническим композитором. Но в связи с нашими вот этими обстоятельствами, не очень приятными для нас, надеюсь, это все скоро закончится, мы наконец-то ворвемся в большой концертный зал и услышим симфоническую музыку отца. Но сегодня, к сожалению, вот такой маленький, но очень уютный зал, и, конечно же, с благодарностью Союза композиторов мы открываем для вас этот концерт. На сцене государственный квартет Республики Татарстан. И вдаль творческого симфонизма отцовского, я хотела бы, чтобы этот концерт начался именно в произведении, которое было сначала написано для симфонического оркестра. Это симфоническая картина по роману Роберта Гудулы «Сюндике. Царица Казанская». И также после этого отец написал квартет, который называется «Сон Сюндике». И я хотела бы, чтобы этот квартет сегодня открыл наш вечер. И самое главное, друзья мои, сегодня мы открыли такую вещь, что этому квартету сегодня исполнилось 20 лет. Именно в 2001 году папа принес партитуру. Я хотела бы, чтобы мы сейчас бурно, и, конечно, овациями приветствовали наших открывателей. Это государственный струнный квартет Республики Татарстан в составе Шамиля Манасыпова, скрипка, скрипка, Альф, Ильяс Камал, виолончель. Итак, друзья, музыка Шамиля Тимирбулатова «Сон Сюндике».
Очень неожиданно сегодня для нас такое огромное количество слушателей. Спасибо вам большое, друзья, что у нас поток нескончаемый продолжается. Это очень здорово. Мы продолжаем наш вечер, наш концерт. Всех размещаем потихонечку. Елисей, подожди. Юный музыкант живет собой. Дорогие друзья, так получилось, что изначально мой путь был
обозначен как пианист. И музыку я начала изучать по классу фортепиано. В училище я поступила как пианист по классу фортепиано. Только ближе к консерватории папа понял, что что-то во мне есть. И уже с первого курса консерватории я начала заниматься композицией. И вы знаете, сегодня хотелось бы, чтобы в этот вечер прозвучала именно детская музыка. Потому что я знаю, что здесь присутствуют также юные музыканты. И хотелось бы, чтобы сегодня наш исполнитель был неким мотиватором для того, чтобы продолжать это дело, заниматься музыкой. Это действительно очень важная миссия в нашей жизни. Дорогие друзья, на сцене юное дарование Елисей Убанкин, который ворвался таки в мою жизнь во время пандемии, так как делать было нечего. Мы ужасно соскучились по творчеству и писали. Сегодня не просто премьера концертная, сегодня посвящение фортепианного цикла для юного дарования, для первого исполнителя этого цикла. И в этом году, благодаря нашему произведению, нашему циклу, Елисей стал дважды лауреатом Гран-при на международном конкурсе. Я очень рада, что моя музыка тоже рядышком присутствует в этот момент. Итак, дорогие друзья, Елисей Убанкин, лауреат международных конкурсов, исполнит сейчас для вас фортепианный цикл 5 миниатюр, который называется «Зарисовки дня». Это «Осенний парк», «Пробуждение», «На берегу», «Танец гор», «Грусть в окне». Ученик детской музыкальной школы номер 11, преподаватель Потапова Ольга Павловна. Где вы? Спасибо вам большое за такого очаровательного сына. А нам будет крышечку побольше открыть. Самую прям. Можно и Нуру поблагодарить сегодня за поддержку. Самое главное, красиво уметь открывать крышку рояля. Ну что, друзья, хорошего вам прослушивания. Слова.
продолжаем наш концерт. Сейчас я хотела бы продолжить его вокальной музыкой, так как и в моем творчестве, в творчестве отца очень много вокальной музыки, как эстрадной, так и романсовой. Сегодня мы вам покажем оба жанра, и вокальные, и эстрадные песни, и романсовые. Сейчас на сцену выйдет не просто вокалист, а большой друг. Тот, кто постоянно был в рядах первого исполнителя, всегда без промедления соглашался на любую авантюру, на любой концерт. И сегодня я очень рада, что она вместе с нами на этой сцене будет радовать нас своим выступлением. Сейчас прозвучат два романса на татарском языке Шамиля Тимирбулатова. Первый романс «Дусла роман», «Друзья» на стихи Эльмиры Шерифулиной. Второй романс «Яраттам Минсине Яраттам» на слова Шамсии Зигангировой. Исполняет народная артистка Республики Татарстан Гульнара Мурзиева, за роялем Татьяна Железных, также лауреат международных конкурсов. Давайте бурными овациями поприветствуем.
Дорогие друзья, благодарю вас за ваш теплый прием. Мы продолжаем вечер. И сейчас на эту сцену, ну вы сами понимаете, что в этот вечер простых людей в этом зале нет. Как и слушателей, так и артистов, которые выходят на эту сцену. Папа вообще начал свой путь музыканта как баянист. Училище он закончил тоже по классу баяна, но уже в 4 курсе. На 4 курсе он также начал знакомиться с композиторским творчеством, своим композиторским творчеством, и с тех пор его жизнь наладилась в плане того, что это стал невероятно талантливый человек, который дарил миру свои шикарные произведения. Но он никогда не забывал о том, что баян — это родной инструмент. Также огромное внимание он уделял произведениям, написанным для народных инструментов. Сегодня прозвучат произведения для народных инструментов не только Шамиля Тимирбулатова, но и Гульнара Тимирбулатова. Но я хотела бы, чтобы сейчас прозвучало именно произведение «Отца» из большого сборника, который был написан им. Это музыка для народных инструментов, для домбры, балалайки, баяна. Сегодня прозвучит одна из этих пьес, которая называется «Веретено». Я хотела бы сюда попросить выйти на сцену народную артистку Республики Татарстан Гузель Мухаммаддинову, домбра, бурные овации. Народная артистка Республики Татарстан Юзефина Сокольская. Встречаем. Именно Гузель Мухаммаддинова в свое время, 50-летний юбилей, организовала оркестр народных инструментов и продирижировала всеми произведениями, которые были написаны Шамилем Тимирбулатовым. И как никто знает его музыку, я надеюсь, что сейчас вы также ее узнаете, и вам будет очень интересно.
должны у вас так и выглядеть. И вы знаете, сейчас я хотела бы позвать на сцену одну очаровательную барышню, которая появилась в моей жизни буквально несколько лет тому назад, ну где-то 5-8. Но именно в этом году мы стали соавторами наших произведений совместных вокальных, так как очаровательная дама, которая выйдет сейчас сюда, она является не только вокалистом, но и юным дарованием автором русских текстов. И за последние 2 месяца мы с ней издали огромный сборник хоровых произведений детской музыки, очень много романсов, и нас почему-то несет дальше, и мы творим, творим и творим, и я хотела бы, чтобы сегодня мы вас познакомили с нашим творчеством. Это один из романсов наших совместных на русском языке «Пробуждение весной». И вы знаете, насколько она мне напоминает автора слов Ольгу Калигиной, что я решила посвятить этот романс именно ей. И она сегодня будет первым исполнителем этого романса. «Пробуждение весной» исполняет Ольга Калигина, музыка Гульнара Тимирбулатова, на стихи Ольги Калигиной. Здравия желаю! Вы знаете, его одно из первых произведений была соната для виолончели с фортепиано. Эта виолончельная соната произвела очень большое впечатление не только на коллег по цеху, но и исполнителей. Эта соната вошла в репертуар исполнителей Республики Татарстан и не только. Она также занимала место на международных конкурсах, а также звучит и поныне.
Я очень рада, что наше творчество разделяет не только слушатели, но и наши коллеги, так как сейчас на сцену выйдет член Союза композиторов Республики Татарстан, композитор, заслуженный деятель, лауреат, заслуженный деятель республики, а также дирижер оркестра театра Тинчурина. Это солист филармонии имени Габдулла-Тукая Ильяс Камал. Я хотела, чтобы мы его поприветствовали бурными овациями. И, конечно же, Татьяна Айгуль Зайнуллина, лауреат международных конкурсов, также ее поприветствуем аплодисментами.
Я сказала, очень задумалась. Спасибо большое. Мы продолжаем наш концерт. И сейчас хотелось бы сюда на сцену позвать еще одного человека, который ворвался в мою жизнь творческую лет 16 тому назад, когда я искала себе вторую половину в творческом дуэте. И нашла в лице Евгении Корольковой. И уже 16 лет мы дополняем друг друга в музыке. И не только в музыке, но и в творчестве вообще в целом. Это человек, который очень проникается моим творчеством, моей музыкой. И всегда идет со мной в ногу. И вообще на любые интриги, на любые концерты, за любое дело, которое бы я не предложила. И сегодня мы хотели бы представить вам наш дуэт. Миляуша Гафурова здесь? Миляуша Гафурова нет. Миляуша Гафурова — это юная поэтесса, которой меня свела судьба в проекте «Бездунжер». И после этого проекта мы продолжили свое сотрудничество. Вы знаете, я счастливый человек. Так как я всего взяла у родителей с лихвой. И композиторское творчество, и исполнительское, и вокальное. Так как мама наша вокалистка, прежде всего, как профессиональный вокалист, который всю жизнь посвятил нам, творческим людям. И она сегодня в зале. Давайте аплодисменты. Да, можно было включить меня? Все три. Спасибо большое. Импровизировать в этом зале могу только я. Ну, ничего страшного. Дорогие друзья, сейчас вашему вниманию прозвучит два романса. На стихи Миляуши Гафуровой. Это «Кукте Ойяна» и «Ерегеме Куяш». Давайте сейчас встретим аплодисментами мою вторую половину в творческом дуэте. Наш дуэт называется творческий дуэт «Проникновение», который в этом году даже стал лауреатом премии, которую нам посвятили члены Союз писателей Северной Америки. И наградили нас премией имени Леонида Утесова «Старая пластинка». Вот. Как дуэт исполнителей. Что движение вперед, особенно в творчестве, оно неразрывно связано с опорой на наши корни, на наши традиции. И сегодняшний концерт в этой сфере очень символичен. Дорогая, уважаемая Гульнара, я поздравляю тебя с этим праздником.
творчество. Я думаю, что ты счастливый человек, настоящая дочь, которая продолжает дело своего отца. Я хочу пожелать прежде всего тебе здоровья, творческого вдохновения. Пусть та красота души, которую ты продолжаешь своим творчеством, всегда будет с нами. Спасибо. И позволь вручить тебе цветы как знак благодарности за твое творчество, за твою красоту и за твою человечность. Ну а теперь слово предоставим музыке.
Gökten şulay yazgan elinde minişim Kıyaş sinhezer Kapat karşımdan yanarışım Dağın yıllar duvarlar eser Gökten şulay yazgan elinde Her bine işede kalsa saldan öbürlerin çimirsin Yüreğim yolun teslim olan Sıramı şeylere verirsin Sıramı şeylere verirsin моя музыка. В этом году, после опять-таки событий, которые у нас происходят в стране, захотелось оставить что-то после себя больше, чем музыку. И мы создали творческий проект на базе нашей музыкальной школы «Творческая мастерская современного композитора». Мы там пишем музыку для детей и как исполнителей, и как слушателей. В этом году прошел наш концерт первый. Музыки написано огромное количество. И сегодня мои исполнители, мои коллеги также порадовали меня своей поддержкой. И сейчас мы их увидим на сцене. Итак, друзья мои, концертная пьеса для домбры, балалайки и фортепиано. На сцене Наталья Мансурова, артистка Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан. Адель Безбудин, артист Государственного фольклорного ансамбля «Крашен», Дерменщик, партия балалайки. За роялем Элина Яникеева, лауреат международных конкурсов, также является преподавателем нашей детской музыкальной школы номер 32 имени Ильгама Шакирова. Встречаем. Музыка Шамиля Тимурлатова, концертная пьеса.
быть вокальной музыкой, и сейчас вновь романсы Шамиля Тимирбулатова на стихи одной очаровательной гости сегодняшнего вечера. Она присутствует здесь, в этом зале. Ольга Левадная. Давайте ее поприветствуем также аплодисментами. Творческий союз Шамиля Тимирбулатова с Ольгой Левадной больше дружеский, да? В творчестве успелось написаться пару романсов, но мы перегнали эту цифру далеко за. Но хотелось бы сегодня, чтобы звучали именно романсы Шамиля Тимирбулатова. На сцену я вновь приглашаю народную артистку Гульнару Мурзиеву. Давайте ее встретим овациями. Евгения Королькова, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, партии гитары. И Татьяна Железных, партия фортепиано, лауреат международных конкурсов. Встречаем наше трио. Два романса на стихи Ольги Левадной. «Я не источник жизни» и «Мария Магдалина».
и за ваше внимание. И что вы здесь с нами, в этом зале, остаетесь до конца. И я хотела бы вам сделать подарок. Сейчас сюда выйдет на сцену две очаровательные дамы, которые нас порадуют легкой эстрадной музыкой. И исполнят две песни Шамиля Тимирбулатова. И, надеюсь, вас немножечко таким образом расслабить. Итак, дорогие друзья, я хотела бы сюда, на эту сцену, пригласить народную артистку Айгуль Хайри. Давайте аплодисментами ее поприветствуем. И хотела бы предоставить слово вновь коллеге, к которой с благодарностью я отношусь, и отношусь к тому, что действительно с уважением она приняла приглашение на наш концерт. Это композитор, член Союза композиторов России, лауреат международных конкурсов Лилия Тагирова. Давайте аплодисментами также ее поприветствуем. Глубоко 80-е годы папины песни были очень известными в эстраде, и были такие исполнители, как Зиля Сундатульна, Венера Ганеева, Хайдар Бигичев, Зухра Шарифульна и многие другие. И я очень рада, что в наше время музыка вновь продолжает свою жизнь, вторую жизнь. И я благодарю нашим молодым, шикарным исполнителям, которые берут в руки творчество моего отца и дарят людям. Первая песня «Колыбельная» на стихи Рената Валеева. Вторая песня «Душа стремится жить». Песня на стихи Эльмиры Шарифуллиной. Liebe, lieben Sie.
время подходит к концу. И я хотела... Это самая высокая оценка нашего творчества. Она останется в истории, в прямом эфире. Ну, вы знаете, вообще это замечательно, что сегодня присутствует не только серьезность, но и смех, потому что наша семья без смеха никак. Папа был очень жизнерадостным, он бы и продолжил сейчас тему на эту ура и крикнул бы вместе с ним. Вот. Я хотела бы, чтобы сейчас прозвучала моя музыка как символ того, что жизнь наша продолжается. Меняются краски, лица, интересы, но не меняется наша музыка. Наша музыка меняет нас. Я хотела бы, и вы знаете, сейчас будет премьера, и я еще ее не слышала. Поэтому я буду таким же слушателем, как и вы. Это ансамбль для 2 домбр и фортепиано. «Танец ветров». Исполняет народная артистка Республики Татарстан Узель Мухаммеддинова. Давайте аплодисментами ее приветствуем. Вера Ледяйкина, лауреат международных конкурсов, артистка Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан и народная артистка Республики Татарстан Юзефина Сокольская. Давайте аплодисментами приветствуем. Простите.
сцены, а пригласить всех, кто сегодня участвовал в нашем вечере, под ваши бурдоваться, друзья. Давайте поблагодарим наших всех, я прошу выйти на сцену. Громче овации, друзья. И все, что родилось вот из этой женщины. Селектор Спасибо всем, кто пришел на этот концерт, родственникам, знакомым, которые Шамиля знали. А самое главное, большое спасибо исполнителям вот, за то, что вот они согласились принять участие в этом концерте. Огромное спасибо вам всем. Приходите еще. Мы гостей любим. Я надеюсь, это всего лишь первый концерт в нашем цикле концертов «Музыка двух сердец». И я надеюсь, что в скором времени мы вас порадуем и на большой сцене с музыкой нашей симфонической. Ну а вам огромная благодарность и низкий мой поклон.